Хулыбзекwa хатырску ателехопшчам, харахагоп ишьяшо ицо аефиракнам. Апсо телехопшра ишуднагалу, тапснажлар резера, а депутатрах, а кандидатша рукугылараква. Уаха хастудия хабхера рымоп ежижезетпе, кындықпе алхырты тыпқадықынпе а кандидатша. Дара арюджике яха хастудия хияйт. Уажу дарашсырдырует. Зантария резу Платонипа. Кокая Гари Гурамипа. Бзела шабит хашасхойт. Апқараква изныкамква ҳрыла дшажахьитаҟынтәи сара даҽазнык уи заадгылара хәҭаны исыԥхьаӡаӡом. Акызаҵәык исҳәарц исҭаху дара еиҟараны азинқәа рымоуп. Раамҭа иалагӡаны ирҳәоит кандидатцәа зырхы зықәдыргылаз, насгьы хықәкыс ирымоу. Уажәы ҳарзыӡырҩып рнысымҩақәа ҳалагап Резо Платон-иԥа иҟынтәи. Зантария Резо Платон-иԥа диит ԥхынҷкәын жәба зқьишәи ханижәыхәба шықәсазы Тамшь ақыҭан Очамчыра араион. Зқьишәи ԥшьынижә ҩба шықәсазы далгеит Дырмит Гулиа ихьӡыз хәы Тамшьтәи абжьаратә школ. Анаҩс асовет аррҿы арра маҵура дахысит. Далгеит Ростовтәи анџьныр ргыларатә институт ааглыхратә ргылара анџьныр изанааҭ ала. Анаҩс Ҟәбантәи аҳәынҭқарратә технологиатә университет аԥхарратә фымца станциа азанааҭ ҷыда ала. Аҵара ашьҭахь аус иуан Аҟәа аихабетонтә аалыҵ азҟазаҩыс. Нанҳәа жәиԥшь азқьышәи ԥшьынижә жәаҩа шықәса рзы аԥсуа арратә гәыԥ далалеит, аибашьра зегьы ихигеит. Аибашьра ашьҭахьтәи ашықәсқәа зегьы анапхгара аҭаратә маҵзурақәа инапалакын. Аунитартә наплакы амшын еиқәафымцамч адиректорхада ихаҭыԥуаҩыс дыҟам. Анаҩс аус иуан амшын еиқәафымцамч адиректорхадаз. Ҩнызқьи жәиԥшь шықәса инаркны иахьа уажәраанӡа аус иуеит Урыстәыла амчхаратә усхкаҿы. Аԥсны амчхаратә усхк ахь иҟаиҵаз алагалеи, арҿиареи иааирԥшыз апрофессионализм ҳаракы рзы Аԥсны Ахада иқәҵара инақәыршәаны Аԥсны зҽаԥсазтәыз аенергетик ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ихҵоуп. Ҭаацәароуп, фҩык ахшара драбуп. Уажәы ҳазыӡырҩып Гари Гурамипа Кокаи инасымҩа. Кокая Гари Гурамипа диит лаҵарамза ҩажәифба зқьишәи ԥшьынижәи хԥа шықәсазы Аҟәа. Ҩнызқь шықәса рзы далгеит Аҟәатәи аԥшьбатәи абжьаратә школ. Далгеит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет абиологиа географиа рфакультет абиохимиа азанааҭ ала. Дахысуан Аԥсны аҳәынҭқарра арбџьармчқәа рҟны арратә маҵзура. Аус иуан Неруд Инвест аҟны алогистиказы азанааҭ дырҩы иаҳасаб ала. Анаҩсан Астория агавасервис аҟны аҭыԥантәи аӡымҩангари аӡеиқәыршәареи напхгара аиҭом. Ҩнызқьи ҩажәа шықәса инаркны иахьа уажәраанӡа Аԥсны аҳәынҭқарра жәлар реизараҟны депутатс дыҟоуп, ҭаацәароуп. Уажәы ишашыцу аефир апҟарақәа ишырҳәо еиԥш шәара алшара шәымоуп дасу акандидат шәхы зықәшәыргылаз хықәкыс ишәымоу шәҳәарц. Ҳалагап Резо Платон-иԥа шәара шәыла. Ҩ-минуҭк шәымоуп аамҭа. Хатырскую алхайца, хатырскую телехопшца. Добрый вечер, дорогие избиратели, добрый вечер, дорогие телезрители. Родные, друзья и знакомые спрашивают меня, зачем я иду в депутаты, зачем я дал согласие баллотироваться в кандидаты в депутаты. Я отвечу на этот вопрос так. Я независим, привык рассчитывать на свои силы и не идти на компромисс с совестью. У меня есть знания и опыт, а главное поддержка людей, а значит, надо двигаться дальше и пробовать себя в политике. Мне известны проблемы экономики, у меня есть предложения по их решению и выхода из сложной ситуации. У меня есть любимое дело. Я говорю об энергетической отрасли, которую знаю достаточно хорошо и которым знаю и готов дальше совершенствоваться. Считаю, что прежде чем стать депутатом, человек должен соответствовать своей профессиональной профессии и четко понимать, в чем он может помочь людям. Парламент должен быть профессионален, состоять из специалистов различных сфер нашей жизни. Для себя ставлю задачи разработку и принятие таких законов, которые будут направлены на защиту интересов каждого гражданина нашей страны, повышение благосостояния и качества его жизни. Среди необходимых мер на государственном уровне, способных оказать должным эффектом в повышении уровня жизни, особо следует отметить систему нормативных правовых актов, включающих в себя законные и подзаконные акты и государственные программы.
Основным приоритетом своей работы в парламенте вижу в двух направлениях: в экономике, в энергетике и в сельском хозяйстве. Это те направления, в которых я достаточно хорошо разбираюсь. В республике необходимо принятие качественного закона, фундаментальных законов о развитии сельского хозяйства, о сельской кооперации. Нужно изменить и земельный кодекс, и государственную программу развития села, принять государственную программу развития села. Конечно же, нужно и самый главный закон о малом и среднем предпринимательстве. Кроме того, в своей программе я говорю о необходимости создания устойчивой, надежной энергосистемы. Путь к независимой энергосистеме достаточно долгим, и не 5, и не 10 лет. Это эпоха масштабного труда, который приведет к развитию абхазской энергетики и независимой энергетики, я еще раз хочу подчеркнуть. Это значит успех экономики, успех нашей страны. И я верю в это. Спасибо за внимание. Итабуб, шамта, шхешер шойт. Зирашмаз, делихупша, халхит, шахаважлар. Амта водюбт, амта водюхтаглу, почему зарабабский, я перхагу балхраку, я пхарзахан, хулар жигайбиш раяла гет и шахтеруиб, образахан, ахарасмоб, шухача, шубзиз, тынчерк шанс счет. Почему я решил баллотироваться второй раз в седьмой созыв парламента? Я, как известно, уже 1,5 года являюсь действующим депутатом и получил небольшой опыт работы, углубился в работу законодательную. Много вопросов для меня открылись по-другому. Я участвовал, хочу рассказать немного о том, что я сделал, что я успел сделать за эти 1,5 года. Хотя время было тяжелое, эпидемия, ковид и много кризисов. Участвовал в разработках законопроектов, таких как очень важных, я считаю, закон о декларировании доходов и расходов, закон о контрольно-кассовых машинах, который уже вступил в силу, закон о ветеранах. Мы приняли на последней сессии в первом чтении, его надо дорабатывать, закон о сельском хозяйстве, очень важный, считаю, на мой взгляд, закон, так как я выдвигаюсь в сельской местности, все проблемы по сельскому хозяйству можно решать. В этом законе предполагается 5% от общего бюджета финансирования этой отрасли под определенные программы, его надо дорабатывать. И много вопросов, которые я считаю, что могу еще принести пользу, пользуясь тем опытом, который получил. Много вопросов нам надо исправить. Сегодня у нас новые вызовы, новые угрозы. Мы в выборный процесс вступали, у нас была немного другая ситуация. Геополитическая, военные угрозы, экономические угрозы нас тут впереди. И поэтому мы должны сконсолидировать все свои силы и все вместе принести пользу нашей стране. Время закончилось, как я понял. Шихшуй, так шхарц втахазер, я цифтарц шилшойт. Ну, да. Сход нас я гартып. И бзио по... Сара коргуч. Хайсып хайфир иге ахтахе, ожу ишифтируеп шсапхе игылу паколап, абреколап хызарак тышхойт. Убрезып чоп амта шет штагзаны, азар курда каштар шилшойт. Гари кукаш хацхра, гари гурамепа. Хыздаракай. Мачкария аят сопкара кошкала сыршойта резып чоп в минутке рылак зана шара сара кортак рыка зарашала кот шрыхзар ишаху рыхпаге шахымзар нас шзыхза затакашцойт хала кот шрышыла гари гурами па. А диаспора политика зипшразар акой. Диаспора хары изик хаймадыр котба харца за иqaцатузи. Абрат сатамыз худжигра пхерых пексирып хут нас шала котушас хут. Акыта айкур хары аджерир за иqaцатузи рапхедza инаргылана. Айпатвязцара, ахпатвязцара, а парламент лшара косьямузи апсупусша атып архоразы. Я тахумурус шалайтагара. Зара койлыскайт, абхепес зара диаспора. А диаспора политика зипшра заракой. Диаспора
Ну, мы с диаспорой, нашей самая большая диаспора у нас находится в Турции. У нас там 500 тысяч наших граждан, живущих в Турции. Надо, кстати, много еще и в России у нас, в Москве диаспора есть, но самая основная часть у нас живет на территории Турции. И в Сирии есть, но с турецкой диаспорой у нас давно уже есть связи перед войной. Эта связь принесла свои плоды, они пришли к нам на помощь, когда у нас была война. Эту связь надо укреплять, надо больше с ними общаться, предоставлять возможности для общения, для того, чтобы они сюда приезжали. Это уже вопрос и репатриации в том числе. Мы должны создавать условия для того, чтобы наши граждане могли возвращаться в Абхазию и здесь интегрироваться в общество. У нас есть комитет по репатриации, который занимается этими вопросами, но недостаточно, может быть, проводится работа, какие-то, мы наблюдаем, что и уголовные дела возбуждаются на председателей комитета бывших. И это очень плачевно смотреть на это, когда такой важный вопрос репатриации, касающийся демографии. И когда в такой отрасли происходит финансовые нарушения, это нельзя допускать. Я считаю, что мы должны создавать программы. Мы в этом году с участием и Кабинета министров, с группой депутатов написали программу, такой пилотный проект по репатриации, который предполагает создание определенного населенного пункта на территории села Дзюбжа, бывшее село Халдаба, грузинское село. В программе расписаны их интеграция, то есть возможность их работы в этом селе. У нас много предприятий, бизнеса много и по сельскому хозяйству, и много предприятий, куда можно их устроить на работу. У нас хорошая школа в селе, некоторых вещей не хватает, таких как детские сады, чтобы им было удобно, не выезжая с района, приводить своих детей в детские сады. Но это вопрос будущего. Я считаю, что очень важно работа с диаспорой. Это вопрос демографии, репатриации, один из основных и важных пунктов вообще нашей работы, нашего государства. Так как у нас очень большие проблемы демографические, они не закончились, они только ухудшаются. Уже эти демографические проблемы нас в 92-м, в принципе, привели и к войне. Второй вопрос. Напомните, Дениза, пожалуйста. Вот я выше говорил о законе сельского хозяйства. Это касается наших сел. Это возможность для сельчан участвовать в каких-то программах, проектах. Если мы этот закон во втором чтении примем, он вступит в силу. Там предполагается определенная сумма. Это 5% от нашего общего бюджета. Под него мы будем создавать, Кабинет министров уже должен будет создавать программы, по которым сельхозпроизводители, фермерские хозяйства, наши сельчане смогут получать определенную помощь. Надо им помогать и в сбытии своей продукции. Я сам занимался сельским хозяйством и знаю проблемы изнутри в этой отрасли. Наши граждане, сельчане, они все предприимчивые, им нужно открыть новые возможности, надо направлять, подсказывать, обеспечивать их всеми техникой обязательно. Также они не имеют возможности приобрести технику на свои деньги, поэтому возможности, которые предполагаются в этом законопроекте, они откроют новые возможности. В этой отрасли может чуть-чуть выровняться положение. И это очень важно. Это село, сельчане не должны покидать сел, они должны иметь возможность зарабатывать там. И в этом направлении мы двигаемся, и мы все возможное сделаем для того, чтобы изменить ситуацию в селах. Парламент улшарко сяму апсу бисфяты пархоразы. Апсу бисфяты пархоразы парламент алшарко гирашоп избан зара закон геоп апсу бисфят закон харги хакну qarop хахылап шроп ишакнуго
Уиза глаза Шахаму парламент имеет контрольные функции, который должен следить за этим процессом. Также парламент должен поддерживать и финансировать программы по развитию абхазского языка, не обязательно государственных. У нас много фондов создано по развитию абхазского языка, например, как фонд имени Багапша. Там много хороших программ, которые, в принципе, государство не финансирует. Энтузиасты, которые любят нашу родину, они своими силами пока двигаются. И таких программ и энтузиастов у нас в стране, слава Богу, много, которые беспокоятся за наш язык. Язык – это самое важное, вокруг чего мы должны строить все остальное. И поэтому поддержка парламента, конечно же, и возможности есть у парламента, и контрольные функции есть. И в этом вопросе, конечно же, мы должны направлять и финансировать бюджетные средства в эту отрасль. Спасибо. Абра шарлус шхета в Багапши ихцесхва фонд па шынкпа ихцесхва бзер акхарниш тахас шанасым кылацет Баграт Шинкбас. Баграт шынкпа. А я сказал как? Багапши. Да, я перепутал, Илгапши Иван Михайлов, Голубой фонд. И бзио почта шарашах хайс презо Платон и Пайш тахазар сцара кутачасник срыбхет и школа фюзер. Это без голоса зиги. Я начну с вопроса диаспоры. Естественно, диаспора – это те люди, которые проживают практически за пределами нашей страны, нашей Родины. Каждый смог себя реализовать. И цель наших граждан, проживающих, или даже просто наших людей, которые когда-то переехали в разные страны по разным причинам, для самореализации, для развития, для того, чтобы они смогли себя реализовать. И, естественно, однозначно, что возврат этих людей невозможен просто их принципом позвать к себе и сказать: возвращайтесь на родину, вас родина зовет. Мы должны создать условия для их интересного возврата. Они должны дальше жить у нас с интересом, их благосостояние не должно ухудшиться ни на минуту, ни на что, с тем, чтобы они переехали сюда. В частности, наверное, мы рассматриваем вопрос, задавая нам такой вопрос, нашей диаспоры, это диаспора, которая проживает в Турции. Турецкая диаспора достаточно хорошо себя чувствует в части обеспеченности инфраструктуры, в которой они живут, среда, в которой они обитают, находятся сегодня, проживают. Это их привлечь сюда, нам нужно достаточно большие шаги сделать в области экономики, чтобы мы стали для них привлекательны. Естественно, все вернутся к нам как только мы начнем экономически развиваться по социальным вопросам и так далее, и правовое поле, юрисдикция наша будет укреплена. Тогда не только диаспора, и других будет желание вернуться к нам, для того, чтобы мы свою демографическую пустоту заполнили. Я думаю, этот вопрос так, что зависит от нашего возврата. Что касается сельского хозяйства и села, возрождения села, это такой тяжелый, трудный, долгий вопрос. Программа КХ без субсидий хазичтом. Избанда акыта яхтаху сергис кыта юбската садхот адзины алашара яшаны калами кваныгала. Естественно, это условия для проживания, удобного, комфортного проживания в селе. Но кроме этого необходимо создание условий для труда, для самого труда, где человек может себя реализовать, работу проводить, содержать свою семью. Это экономические показатели для семьи немаловажны. Угидара и иматухусу. При этом сегодня мы говорим о сельскохозяйственной продукции, что можно сегодня вырастить в селах, что можно сегодня производить в селах и чем можно бы занять население, которое живет в селах. И таких позиций достаточно много, начиная от производственной части, заканчивая самой сельхозпродукцией, ее выращивания и так далее. Это много продукции сегодня, что можно сделать. Государство для этого должно создать условия для его выращивания, для того, чтобы это было экономически выгодно, целесообразно. Ведь сегодня наш народ, который проживает в селах, и вообще наш народ, он достаточно активный, достаточно предприимчивый для того, чтобы начинать извлекать из любого бизнеса, из любого дела, проводить свою монетизацию в части зарабатывания денег.
Ведь выращивание той же сельхозпродуктов необходимо, нет таких больших затратных частей, но оно все равно сегодня не конкурентоспособно с товарами, сельхозтоварами, которые привозят. И государство должно за этим следить. Я приведу лишь несколько цифр. Мы сегодня в Абхазию завозим только одной картофеля 7 тысяч тонн, 6,5 тысяч тонн, представьте, какие цифры. А почему, и вопрос можно задать напрямую, а почему наше сегодня село не выращивает такое количество картошки, когда есть сегодня куда его сбыть? Лука 3000 тонн. Почему? Потому что если сравнивать трудозатраты, которые сегодня происходят в селе, и трудозатраты, которые сегодня в сопредельных государствах привозят, оно несоизмеримо. Вот над этим надо следить, за этим должно следить государство, для того, чтобы их сбалансировать. И чтобы нашему селяну, нашему селу было выгодно выращивать сельхозпродукцию. Это надо создать за счет субсидий. И тут большие программы возможно рассматривать, субсидии, которые хотя бы нужно начинать, разработать их регламенты, их выдачи, их контроля и надзора. Это все достаточно большая программа, во всяком случае, ее нужно начинать реализовывать. Там, понятно, есть много трудностей, которые связаны с самой организацией труда, самой организацией сельского хозяйства, но я считаю, что это очень важная тема, и есть тут над чем работать, и можно эту программу решить. Это делается на протяжении 10-15 лет, это делается всегда. Село нужно сделать привлекательным, чтобы туда люди возвращались. Третий вопрос, абхазский язык. Я шуб абсу бисфя дарат зиха дуусу. Эхапехан каризан, дарат зиха дуусу. Уятах убисум шацайвера, зихинджер хацайвер лароб. Ахасас гуяна гуала издрут программа курацины игу абсу бисфя языкна. Уй абрешев хазевш, уй гяцана гуэд. Ахасас гуяна гу ярфштупе хагирца аулан абсу амч абсу абсу бисфя. И необходимо общение везде и показать красоту нашего языка, который нам может быть привлекательным для молодежи, новой молодежи, для всех, которые сегодня могут изучать абхазский язык и смотреть. Он красивый, и Абхазия будет жить до тех пор, пока будет жить абхазский язык. И он будет нас красить и давать нам, облагораживать нас всех, которые сегодня проживаем на территории Абхазии. Это наше богатство. И табу. Да. Ой, адзыркара. Уажәы ҳаиасуеит зегь раасҭа аинтерес зҵоу ахәаԥшцәа рзыҳәангьы, сара сзыҳәангьы ахәҭахьы ари азҵаарақәа реимдара. Сгәы иаанагоит азҵаарақәа шәымоуп ҳәа. Иалагода? Тоби Дудзан, Сара Самадзан. Ничего не буду спрашивать. Шәареи шәымоума? Сара Сымов, у меня вопрос. Я изучал ваш буклет предвыборный, видеоролики смотрел. И в этом буклете указано, что восстановленная вами Сухумгес выдает всю генерацию в нашей сети и питает население города и население Сухумского района. У меня в связи с этим вопрос, и в то же время общеизвестным фактом является то, что Сухумгес работает на самую крупную майнинг-ферму, которая официально находится за территорией Сухумгеса, но по нашей информации и тем, что мы располагаем, что вы питаете эту майнинг-ферму. Это может какая-то ошибка в бюллетене или как, хотел бы спросить, или умышленно вводят в заблуждение наше население. И мне это очень интересно, если можете на этот вопрос ответить. Ну, в буклете, еще раз спасибо за вопрос, даже в средствах массовой информации, в многих СМИ, там, во всех интернет-сообществах пишут всякие разные истории, я это часто читаю и очень хотел бы дать такой достаточно глубокий ответ на этот вопрос. Да? То, что указано в моем буклете, там указано, дословно скажу, что станция готова и выдает в пиковые часы практически всю электроэнергию, вырабатываем Сухумской ГЭС. Вообще Сухумская ГЭС, более глубоко скажу, что в 2012 году, когда была идея, зародилось ее строительство, надо, наверное, посмотреть в интернете и на сайте Сухумской гидростанции, там все есть, все известно, хорошо написано, что было до и что стало после. Сухумская ГЭС самостоятельно начала
а работать в 2017 году. С 2017 года, а тогда еще, в 2012 году, когда была идея, зародилась о строительстве Сухумской станции, не было практически понимания майнинга. И какова была идея, если не человеческий фактор, не человеческое решение восстановления Сухумской ГЭС, другого ответа я не нахожу и нету. Да? Это было просто человеческое чудо. А в 2017 году мы запустились, а с 2017 года мы оббивали практически все кабинеты для того, чтобы нас спустили в рынок электроэнергетики, который должен был у нас стоять согласно нашего законодательства и закона, который принимал наш парламент, где есть закон об энергетике, где указаны недискреционные права всем потребителям и всей генерации. Однако наши просьбы слабо кто услышал, но в 2019 году многократными обращениями, вот как вы говорите, инициатором строительства данного майнинг-центра это не было Сухумская ГЭС, это было решение тогдашнего правительства, так как не смогли выделить нам потребителя, выделили нам необходимое количество, вот, как вы говорите, крупного, он не крупный майнинг, выделили нам майнинг. Он сегодня является потребителем части электроэнергии, так как майнинг потребляет в ровном графике ровное количество электрической энергии, а Сухумская ГЭС выдает до 20 мегаватт. И большая часть сегодня электроэнергии, заявляю, это видно на счетчиках и на Сухумской ГЭС, и видно и на счетчиках Черноморэнерго, что большая часть электроэнергии уходит в общую энергосистему с 2017 года. С 2017 по 2019 год 100% электроэнергии бесплатно уходило в сети Черноморэнерго, в общую энергосистему, не получая ни 1 рубля, работая в режиме эксплуатации тестовых режимов. А с 2019 года половина, даже меньшая часть половины, в ровном графике, не более, в абсолютных цифрах, оно всегда меняется, выработано вот такое решение для того, чтобы могли содержать Сухумскую ГЭС. Вот она ваша То есть ответ. половина генерации на Да. майнинг ферма, а основная Не часть... половина, большая часть электроэнергии выдается в общую энергосистему. Это сегодня вы можете прийти на табло в Черноморэнерго, где диспетчерский пункт, увидеть, какое количество электроэнергии выдается в час, в секунду, в минуту и в разрезе года. И на Сухумскую ГЭС можете приехать и посмотреть, и даже приехать с телевидением, с комиссией, я все более подробно расскажу. Такова история была. А в моем буклете написано, что в пиковые часы, когда не выдерживает энергосистема, для поддержания реактивной мощности мы отключаем майнинг и подаем все 100% электроэнергии для того, чтобы поддержать напряжение реактивной мощности города Сухум, мы подаем. Тоже есть факты, записанные в журнале диспетчерского. Ну да, так как у нас сейчас пиковые нагрузки уже целый год, наверное, вы все это время подаете. Наверное. Мы подаем электроэнергию с момента подачи с российской стороны электрической энергии, так как сети на протяжении 220 километров невозможно подать напряжение 220 вольт. На конце всегда будет намного меньше. Необходимо поддержать реактивную мощность. Понятно. Спасибо за ответ. Результатуны па брям таялак занастара шизчырцер, ашхе шерхорал, шует мамзар, и так цапан писарастара самот на саре тема яццо, а энергетика чартадера ари и проблему зигяла чажут из банзер зигир хсует, а хашарашхон писахарцтахуп и профессионал по агуана гора, а проблема ацбара защечакас ижбой, наски насцбаша с яму и загам татахой. Ну, вопрос практически я вижу в каждых дебатах задаете этот вопрос, и все пытаются ответить, наверное, так личное мнение высказывают, как бы свое видение о том, как решить вопрос энергетики. Я не слышал ни одного профессионального мнения или заключения, которое можно было бы сказать, где было основательно найдено решение пути этого вопроса. Если меня спросите, что решение данного вопроса я знал 10 лет назад и говорил об этом, и как это решить. И мы начали реализовывать эту программу. Она была реализована практически как пилотный проект и завершена по новому району. Было установлено 12 тысяч приборов учета, которые показали, что потребление при установке прибора учета при той же стоимости цены на электроэнергию сократилось вдвое. Вдвое сократилось. Но, однако, все политические ситуации, которая сложилась, максимально ее политизировав, и вся программа, никто ее не продолжил. Все, кто сегодня говорят об энергетике, пытаются говорить, манипулировать какими-то цифрами 2 миллиарда, 3 миллиарда киловатт-часов.
А для решения проблемы кризиса энергетического, а кто посчитал и кто умеет считать, и кто может посчитать, сколько электроэнергии нужно для нашей территории, для Абхазии, сколько нам электроэнергии нужно, к чему нам стремиться в части распределения электрической энергии. Мы все время говорим 2 миллиарда, 3 миллиарда, Ингури там вырабатывает 3 миллиарда 700 миллионов, кому-то 40%, кому-то 60%. Как это сбалансировать? Нам надо покупать электроэнергию, планировать на все остатки или не надо? Кризис в энергетике зашел слишком глубоко, очень глубоко зашел. И это не вчерашняя история, не вчерашний день. Достаточно давно он начался. Он усугублялся с каждым днем, с каждым годом, не принимая коренные конкретные решения, которые нужно было принять, которые мы оставили, уходя из Черноморэнерго. Ведь при нас кризиса не было, мы же это видели. И я скажу, что за эти 1,5-2 минуты не скажешь, как этот кризис решить. Для этого, если 10 лет назад нужна была только программа и начинать ее реализовывать, то сегодня нужно сделать огромный проект. Огромный проект, экспортный проект, который пройти по всем экспертизам и определить, какую ценою и чем мы можем выйти из кризиса. Но время преодоления кризиса достаточно большое. Не за год и не за 2. И не за 3 точно. Для того, чтобы мы вышли на самодостаточную. Ведь наша цель – построить независимую энергетику, независимую от внешних источников, и построить энергосистему. Сегодня у нас нет энергосистемы. У нас сегодня только электрические сети, а мы их называем энергосистемой. Риза Платони Паша, та хоча кшахопи, та хашах шуйца кшхет и лахкайт, гари гурами пашара, еще маз алшараш азараш шурм, та зита зухан шверки пшиминот кшимоп. Обрезухан обрезара шверки такаш царстахан, и штахазар чазнак еще стоит. Вопрос энергетики на самом деле самый кризисный, который у нас в стране есть. Энергетика является основой нашей экономики, жизнедеятельности. Мы не можем халатно так относиться к этим проблемам. Мы должны все силы сконсолидировать, и финансовые какие-то, которые предполагаются в бюджете, и оказывать помощь на нашей энергоотрасли. В предыдущие годы, как мы видим по данным, которые у нас есть, такой помощи не оказывалось. Вот Резо Платонович сказал, что в бытность его не было проблем в энергетике, в его бытность тоже какие-то проблемы были, и были проблемы с зарплатами рабочих, мы это прекрасно помним, и были другого характера проблемы, но нагрузок таких больших не было, было хорошее финансирование. В то время подпитывали Черноморэнерго, из бюджета были дотации, и суммы были хорошие, у них определенный план был. Правильно, что они занимались, конечно же, приборами учета, это самое главное вообще в энергетике, и эту работу надо продолжать. Слава Богу, сейчас к этому мнению пришли уже и правительство, и депутаты, и все как один говорят о том, что необходимо устанавливать приборы учета. Это самый главный фактор, который может снизить нагрузки, который мы будем уже понимать, сколько мы потребляем, сколько нам нужно. На это мы выделяли в прошлом году, бюджет закладывали 100 миллионов рублей. Это небольшая сумма, но если ежегодно мы закладывали бы на приборы учета и большие суммы, потому что бюджет имеет такие возможности, мы нерационально расходуем деньги на другие направления, где нет особого результата. Мы написали с группой депутатов наше видение, программу со специалистами вместе и планируем ежегодно там в виде дотации по 200 миллионов Черноморэнерго выделять для установки приборов учета. У них тоже сейчас там процесс Ялаги, у них своя программа, они там просрочку определенное количество приборов учета взяли. Сейчас мы в этом году еще им заложили 100 миллионов на их помощь и 50 миллионов на необходимые нужды для прохождения сезона тяжелого, который предстоит. Все эти вещи, конечно же, нужно было делать и вчера, и позавчера. Сегодня мы, как привыкли мы реагировать только уже, когда кризис наступает. Мы никаких
программных вещей не делаем, не прогнозируем. Вот решение также по легализации майнинга, что привело к таким высоким нагрузкам. Мы до 2020 года шли там в рамках 2 миллиардов киловатт-часов, а сегодня в 2021 году уже потратили 2,5 и до 3 миллиардов, а 3 миллиарда практически в 2021-2020 году 2,5, каждый год по 500 миллионов киловатт стали увеличиваться нагрузки. Конечно же, наши ветхие сети это выдержать не могут. И вот такие неправильные решения в отрасли приводят, конечно, в кризис нашу отрасль. Вот специалист Резо Платонович, я думаю, тоже был против такого решения. Это вообще абсурдное решение было, но теперь уже это произошло. Теперь надо выходить из этого кризиса, и для этого надо пропаганду вести в население, чтобы люди понимали, что у нас это единственный энергоресурс, и надо его ценить. Если вокруг этой проблемы объединить все общество, все ресурсы, мы можем самостоятельно, тихо, поэтапно выходить из этого кризиса без того, что предполагают там продажу каких-то нашего хозяйства, сетей там, и других в планах, которые мы озвучивает Кабинет министров, план мероприятий, который предполагался для выхода из кризиса, с чем мы не согласны. Энергетика должна оставаться национальной. Это энергобезопасности касается и будущего развития, перспективы. И поэтому все вместе, объединившись вокруг этой проблемы, должны решать этот вопрос. У нас возможности для этого есть. Если понимание будет у правительства, у главы государства, то мы поэтапно сможем выйти из этого энергокризиса. Но для этого и абхазское телевидение в том числе должно вести хорошую пропаганду, доносить для людей. Доверие граждан низкое, не доверяют, считают, что там какие-то махинации, продают электроэнергию, но это люди... Аусадула туп шерги харги хазик хит кыланы аус хаур алыс шек бизе гаует. Яша зыхана йыканам такат исычны амайнин көрүрчери апе проблема язгынан зам токоны гахцу сырасхадаге. Ой, ари атема иснаги халачажу да абсо телехопшра я хопшва телехопши бзе зенердероид. Айс аракыта вахан рачу учик рзелум каврат шоп ишызбал. Илкау. Зона пропаганда ацет. Айтабу. Ушта хайс бахефир анаусте ахтахе вожу алшара үбебемнут амташему бабрям таялакзана редакциян песара косарешу стоит убар тартак ахазар зыхан үбебемнут шему. Наса энергетика анаусын еха дар излачажу акоп агобзерахчара. Ихуда псадат бил мамзарги зух ахшат бу а медицина халача жерстахын. Ял шоузе жулар рейза рахтбала гобзерахчара ихадо ахархар такуал нахарца зухана. Яла годы шарашалага резу Платона. Это вопрос про медицину. Да, вопрос бесплатной и платной медицины, что хазару расшвела, кеха и Какая медицина у нас должна работать? Должны работать обе медицины, и платная, и бесплатная. Самым главным показателем использования платной и бесплатной медицины должен быть ОМС. Это обязательное медицинское страхование. Сегодня есть закон о страховании, но в нем есть небольшой пункт, не обеспечивающий полный объем медицинского страхования. Непосредственно сам больной и держатель карты ОМС должен определять, какой услугой ему пользоваться. Где платная медицина или там, где бесплатная медицина. И он должен четко понимать, какие виды услуги он, согласно карте ОМС, ему окажут. И так же, как врач должен знать, какую услугу он должен оказать и за какие средства, за какую заработную плату при оказании тех или иных услуг, которые указаны в карте ОМС. Вот абсолютно я уверен в этом, так как
медицина частная должна конкурировать. Это конкурентная среда, возможно использование тут конкурентной среды. Частная медицина будет всегда конкурировать с государственной медициной. И тут непосредственно держатель карты, сам больной или пациент будет выбирать там, где ему окажут лучшую услугу, он туда и пойдет. Выбор должен быть. Да, выбор должен быть и у него или частный, а покрывать его затратную часть, которая понимает услуги, это должна быть непосредственно карта АМС. Это практически ничего тут нового я не сказал. Это то, что работает во всем мире, давно испробовано, давно отработано, и она имеет силу, и она имеет право на жизнь. Я считаю, что необходимо проводить именно обязательное медицинское страхование, и частная медицина должна работать вместе с государственной медициной рядом. При этом обязательное условие – это разработать все те законопроекты, которые должны работать четко. Надзорно-контрольные органы медицины, дающие право открытия каких-либо частных медицинских учреждений, должны строго контролироваться всеми надзорными органами, необходимые, обеспечивающие качество работы частной клиники. Также и государственные клиники тоже. Илкауп шамтак шучташ где шахши цагги инарт паны кашцета уели карт гари курам пашара. Ну, вопрос медицины платный, бесплатный, это вопрос на самом деле сложный. Не все развитые государства имеют такую возможность предоставлять бесплатные услуги. У нас это огромная нагрузка на наш бюджет, огромное количество денег выделяется на наш Минздрав, и при этом уровень нашей медицины, как мы знаем, не на должном уровне. Наши граждане ездят лечиться в другие страны соседние. Это вынужденная мера, не потому что им так нравится. И, конечно же, в этой отрасли надо провести реформы. Необходимо какую-то часть услуг, конечно же, сделать платными. По факту они все равно платные. Мы, когда приходим, сталкиваемся, мы платим за все услуги практически. Конечно же, лучше сделать это официально, чтобы и врач знал, что он должен получить, и пациент знал, что он должен заплатить. И, конечно же, там и на льготных условиях уже есть категория людей, которые не могут себе позволить, они будут пользоваться льготами. И в таком ключе надо большие реформы сделать. У нас надо централизовать, наверное, несколько больниц. У нас в районах вот новые больницы строим, здания строим, у нас персонала нету, оборудования нету, в Арчели построили больницу. Наверное, надо все-таки одну хорошую клинику в Сухуми сделать, наладить логистику, потому что у нас от границы до границы можно доехать очень быстро. Какие-то медицинские пункты в районе, конечно, должны быть, амбулаторные. И дальше один хороший стационар, где собрать всех специалистов и создать хорошую клинику, где качественные услуги могут получать. И какие-то услуги, конечно же, должны быть платными. И частная медицина должна развиваться. Она уже развивается. Какие-то у нас есть небольшие уже клиники, которые хорошо себя зарекомендовали. Вот ковид, лаборатории хорошие у нас, которые качественные анализы проводят. Конечно же, в этом ключе надо двигаться. Спасибо. Илкауп итабуп тасара котака хихрца штазазын ушта хайсы хайфир анаишпи ахтахе вожу ушта хайча жархырк шарахинеуит шара алшара шуму минут кялакцана шал хайчарах шхынархана апхирка штарц шалага ай. Уважаемые избиратели, прежде всего хочу всем пожелать крепкого здоровья и благополучия в это сложное время. Хочу сказать, что будущее любой страны зависит от труда и таланта его граждан, от ответственности и успеха, которые могут достигнуть наши граждане. Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, как самого главного человеческого капитала. Именно вы, граждане нашей страны, определяете итоги избирательной кампании, выбираете путь созидательного развития нашего общества. Именно вы доказываете, что мы живем в здоровом обществе, укрепляющем иммунитет против лжи и демагогии, а высоко ценится справедливость, сплоченность и единство. Мы должны объединиться вокруг патриотических ценностей, готовность работать ради Апсны, ради Абхазии. Вот искренняя забота о Родине, вот что лежит вокруг идей, которых необходимо объединиться. Принципы справедливости,
доверие и уважение, они универсальны. Я обещаю твердо отстаивать эти интересы каждого человека и всего нашего общества. Прошу вас прийти и проявить гражданскую активность, прийти на выборы и сделать свой выбор, так как будущее наше зависит от вас. Спасибо большое всем гражданам. Верю в вас. Гарри Ложился? Гурамита, ипа. Ҳаҭырсқәым ҳалахәыҩцәа ҳазҭагылоу аамҭаз акырӡа ихадоуп ииашаны алхрақәа рымҩаԥгара. Иалышәху ауаа рыгәра-жәгазароуп, шәрықәгәыӷразароуп. Алхратә кампаниа ҳаналага Аԥсны аҩныҵҟа уи анҭыҵгьы иҟан аҭынчра аҽаԥсахит. Адунеи аҿы имҩаԥысуа апроцессқәа ирласны рҽырыԥсахуеит. Урҭ ҳаргьы иаҳныԥшуеит. Иахьагьы ҳара ҳзы ихадоу аҭышәынтәылареи ашәардареи рызҵаарақәа роуп. Ҳажәлар ҳахьчароуп, аҭынчра еиқәҳархароуп, аус дуқәа ҳаԥхьа аишьҭоуп. Уи азыҳан ҳазегьы ҳахы еидкылан, ҳшәахыр еидкылан, аус еицаҳуароуп, алыҵшәагьы бзиак шҳауа, аԥеиԥшгьы бзиа шҳауа агәра ганы сыҟоуп. Убри азыҳан ҳажәларгьы ргәы ԥҵәазаргьы алхрақәа рҟны инеины убра рыбжьы рырҭаат, избанзар ҳаԥхьаҟа ишьҭоу аус дуқәа ҳаидгыланы иҳаӡбалароуп. Убри азыҳан аҳәара ҟасҵоит, алхрақәа рахь инеины иалырхырц ауаа ҳаԥхьаҟа ҳусқәа зыӡбо, ҳауадаҩрақәа зыӡбо, хәышықәса рыла ҳаԥсҭазаара иадгыло дара роуп. Убри рдыруазаат, алхра наашәцо, убри шәгәы иҭаз. Абзиара шәзаҟалат, агәабзиара Анцәа ишәиҭаат, шәхы шәыхьча. Спасибо. Ҳаҭырцқәоу акандидатцәа, ҳаҭырцқәоу ателехәаԥшцәа, абриара ишиашоу ицо аефир ахыркәшарахь инеит, аамҭа ҳамбаӡакәа ицеит, аиаша азыҳәаны. Сара сгәы иаанагоит абри аефир ашьҭахь алхыҩцәа рхатәы алкаақәа ҟарҵап ҳәа. Аԥсуа телехәаԥшра аефир иацнаҵоит анаҩсан ажәалымоуп сколлега Есма Џьыкыр-ԥҳа. Араҟа ишиашоу ицо аефир аҿы иҟалоит Ешыратәи алхырҭатә ҭыԥ хада аҟынтәи акандидатцәа. Абзиараз.